Доброе утро, Якутия! На календаре 11 июля, вторник, и всю неделю с вами я, Ксения Еремеева. Встречайте новый день вместе с нами на телеканале Якутия-24. В ближайший час порадует изобилием интересной и полезной информации, и вот о чем поговорим сегодня. Спать или не спать? Дневной сон дольше сохраняет мозг здоровым и добавляет до 6 лет жизни. Ученые обнародовали интересные факты. Узнаем у невролога, как улучшить продолжительность сна, и где в Якутске лечат бессонницу, и как отдыхать во время сна. Назвали самые зеленые города-миллионники России. В рейтинг вошли города с населением свыше 1 миллиона человек. Почему Якутск пока не в этом списке, узнаем из нашего сюжета. Новые водные виды спорта становятся все более популярными. Например, в Якутске пользуется успехом сапсерфинг. Международный фестиваль цветов, посвященный Дню семьи, любви и верности, завершился в музейно-историческом парке Кронштадта. Будьте с нами, и позитивный настрой на весь день вам обеспечен. И прямо сейчас спешим ознакомить вас с информацией о погоде. В 6 часов утра температура воздуха в центральных районах Якутии составила 14-20 градусов выше 0. В заречной группе от плюс 12 до плюс 20 градусов, в южных районах 13-17 градусов, в Вилюйской группе 15-19 градусов тепла, в Нижнеленских 20 градусов со знаком плюс, в западных 15-20, в Колымо-Индигирской группе улусов температура воздуха составила от 5 до 11 градусов выше 0, в Янских районах от 7 до 15 градусов выше 0. На северо-западе плюс 8, плюс 15. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была зафиксирована на отметке 19 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Штиль. Днем сегодня без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. И порывы ожидаются от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 32 градусов тепла. Сегодня, 11 июля, любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Именно так переводится с латыни название шоколадного дерева, на котором растут какао-бобы. Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство черным золотом и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Чем еще знаменателен этот день, узнаем из нашей рубрики. На календаре 11 июля. Сегодня отмечают Всемирный день шоколада, Всемирный день народонаселения, День художника по свету, День цветооператора или гафера. По народному календарю сегодня отмечают крапивное заговенье. В канун Петрова дня молодежь долго не ложилась спать. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение Петров крест и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Этот день называли также крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства, поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы. События в этот день. В 1302 году при Куртре во Фландрии состоялась битва золотых шпор. В этот день произошла битва на реке Бойн. В Берлине основана Германская академия наук. В этот день предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. В 1974 году была найдена знаменитая китайская терракотовая армия. В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр. В этот день родились Роберт Брюс, шотландский король; Джон Куинси Адамс, 6-й президент США, первый официальный посланник США в России; Рудольф Абель, советский разведчик, полковник; Сергей Вернов, советский физик, академик, специалист в области физики космических лучей; Юл Бриннер, американский актер театра и кино; Джорджио Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи Армани; Елена Камбурова, советская и российская певица и актриса, народная артистка России;
Вячеслав Анисин – советский хоккеист, российский тренер, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Антон Табаков – советский российский актер. Именины сегодня отмечают Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей. Интересные данные обнародовали ученые из Великобритании. Дневной сон дольше сохраняет мозг здоровым и добавляет до 6 лет жизни. Исследования из США, Великобритании и Уругвая доказали, что регулярный дневной сон помогает дольше сохранять мозг здоровым, добавляя человеку аж до 6 лет жизни. Дневной сон также наращивает объем мозга, благодаря чему делает его моложе. И в продолжении эфира поговорим о том, как разнообразить, помимо сна, свой летний отдых не совсем по-летнему. Кёрлинг стал известен широкой общественности не так уж давно. Это случилось благодаря признанию его в 1998 году олимпийским видом спорта. С этого года он был включен в программу зимних Олимпийских игр. Доподлинно известно, что родиной кёрлинга является Шотландия. Этим видом спорта можно заняться и в Якутске. Наша коллега Дарья Анкехова испытала на себе этот вид спорта. Я, как хороший ученик, иду позади всех. Что мы делаем? Слайдеры надеваем. Это насадка, да, специальная? Да. Во, как раз. Все? Один, что ли, только? Да, один, ага. Вот на месте. Потом встаем обратно. А как же обратно? Я так не могу. Ну так делается. Это обязательно надо делать. Казалось бы, совершенно примитивно легкое движение сейчас вызывает массу сложностей у меня и, конечно, больше страха. Вы представляете, насколько скользит вот эта вещь? Это просто пластмасса. Произошло что-то невероятное, они туда укатились. А как это сделали вы? Ну-ка. Вы что Так, сделали? вот видишь, Поднимаем сзади таз. ногами отталкиваются от бортика. Прямо смотрим всегда. Отталкиваюсь и качусь. Да. И вы, когда катитесь, таз опускайте вниз. У вас таз вверх идет. У вас, говорит, таз вверх идет. Надо вниз опускать. Все, хорошо, Степан, слушаюсь. Итак, сели, встали и оттолкнулись. Что-то. Почему я падаю? У вас баланса нет, равновесия. Баланса нет. Хорошо. И это врожденное или это можно приобрести? Это тренировать надо, все. Так, ну что, поехали? Сели, оттолкнулись и поехали! Да, таз опускайте, вот, примерно, да, получилось. Хотя бы не завалилось, дорогие друзья, это уже прогресс. Степан, так делаем. Да, сели, Села. Плечи ровные? плечи ровные. Ну вот, вы видите отсюда, вы вот так сделали, вот, Да. криво же стоит. Да. Вот сейчас плечи неровные. Вот так ровные. Да. Потом поднимаете таз вверх, чуть-чуть. Прямо смотрим, всегда еще поднимаем попу чуть-чуть вверх. Ногу чуть-чуть назад. Вот Какую? это назад. Ой. Да. Ой, Назад. Вот и вперед. ой. Нет, подождите. Хорошо, это вот все с выпадами, это понятно, это долгая история, дорогие друзья. Давайте посмотрим вот те самые камни, да? Из чего вообще состоит этот камень, из чего он сделан? Потому что многие думают, что он вообще легенький. Не, он весит 20 килограмм один камень. Ага. Тяжелый. Это гранит шотландский. Вот, 20 килограмм, дорогие друзья, действительно тяжеленный. Хотя вроде на льду кажется, что перышко покатилось. На самом деле нет, это действительно тяжелый. И сколько человек принимает участие в игре? Ну, если командная игра, то 4. А если парно, то там дабл микс называется. Женщина и мужчина. И вот те самые еще щетки. В принципе, для керлинга что нужно? Вот такая штучка, слайдер, да? Да. Нужен камень, 20 килограмм, и вот такая щетка. Подождите, а чтобы он ускорился, это что они должны делать? Перед камнем трение должны сделать. Сильная? Сильно, конечно. Весом все падают Ага. на щетку. И камень летит медленнее. Просто
И вот слепуют они с весом. Ага. Давайте все-таки попробую резюмировать. И все-таки красивый выпад с этим камнем выполнить. Итак, То есть, сели. ага. Встали, подняли. Не надо слишком. Вот. И вперед. И вперед. Так, опускаем вот так. И ловите, мальчики! Вот так вот, дорогие друзья, действительно, мы ждем с нетерпением, когда у нас откроется еще несколько площадок, где керлингом можно будет заниматься вот в такой любительской форме. На самом деле это очень интересно, это очень, знаете, так как-то необычно, наверное, для нас. Ну и, конечно же, мы не перестаем говорить вам, занимайтесь спортом. Мы приветствуем всех, кто только что присоединился к нам. Это «Утро Якутии». Позитивно начинаем вместе новый день. И потрясающая новость прямо сейчас. С именем Пруха ласкает ухо. Подписчики зоопарка Алматы назвали детеныша бегемота в честь персонажа Мадагаскара. Малышку весом в 38 килограммов и ростом 50 сантиметров назвали Глорией. И в продолжении часа новости от наших коллег из новостного отдела. Подписчики официального аккаунта зоопарка Алматы выбрали имя недавно родившемуся детенышу бегемота. Малышку весом 38 килограммов и ростом 50 сантиметров назвали Глорией в честь персонажа мультфильма «Мадагаскар». Глория не отходит от мамы Лотти ни на шаг, гуляет с ней по вольеру и нежится на солнышке. Малышка появилась на свет 22 мая и уже успела стать любимицей посетителей зоопарка, которые по просьбе администрации придумали ей имя. Объявили конкурс, и наши подписчики начали активно комментировать, писать свое предложение. Вот. И среди комментариев было большее количество имени Глория. Составил 70% примерно. Вот. И наши киперы решили выбрать имя Глория. Отцом малышки является бегемот по кличке Джамбо, и он родился в 2007 году в Израиле. Его супругу Лотти, маму Глории, привезли из Франции в 2018 году. Пара сложилась не сразу. Некоторое время Джамбо даже обижал Лотти. Тогда специалисты зоопарка очень переживали за бегемотов. Ведь иногда бывает так, что пара есть, а любви нет. Но в этом случае все закончилось хэппи-эндом. Отчество в честь папы. Папу нашу зовут Джамбо. Полное имя казахское Жамбулат. Администрация зоопарка планирует построить комплекс «Африканская саванна», где условия содержания животных будут максимально приближены к естественной среде обитания. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Онкологию выявляют чаще в Анабарском районе благодаря нацпроекту здравоохранения. Так, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в прошлом году местная центральная больница получила новый маммограф. Как отмечает главный врач Варвара Горохова, до этого медикам со Скалаха приходилось отправлять пациентов на обследование в Якутск. Новое оборудование позволило специалистам выявлять онкопатологию на месте. Большие надежды специалисты возлагают и на флюороустановку. Ее больница ожидает получить уже в этом году. До 14 июля жители и гости столицы смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатит С, сифилис и гепатит Б. Анализы берут из пальца руки с помощью экспресс-теста 4-го поколения с точностью 96%, а результаты сообщают устно и строго конфиденциально. Подобная акция проводится ежегодно. В этом году мобильный пункт будет расположен на пляже 202-го микрорайона с 10 до 15 часов. Направлена акция на повышение уровня информированности по профилактике ВИЧ-инфекции. У нас есть оборудованный мобильный пункт для экспресс-тестирования, где мы проводим на открытых площадках города, значит, на площадях,
парке культуры и отдыха. И вот уже второй год мы практикуем такое проведение экспресс-тестирования на городском пляже, когда позволяет погода в летний период. И, в принципе, конечно же, это спросом пользуются. Люди подходят, хотят узнать свой ВИЧ-статус. Помимо ВИЧ-инфекции мы также берем анализ на гепатит, сифилис, на социально значимые заболевания. Ямочный ремонт дорог продолжается в столице. Работы начали 6 мая и завершат в конце августа. По информации службы эксплуатации городского хозяйства, дефекты устранили на 35 улицах на общей площади порядка 12 тысяч квадратных метров. Накануне ямочный ремонт дорог провели по улице Красильникова и на Покровском тракте. Сумма муниципального контракта на проведение текущего ямочного ремонта дорог почти 37 миллионов рублей. Раньше срока планируют завершить и дорожные работы на трассе Якутск-Намцы. Первый этап участка от границы Анамского улуса протяженностью 5 километров введен в октябре прошлого года. В этом году контракт подписан с подрядной организацией СТ. Продолжительность участка 10 километров 80 метров. На данный момент идет замена водопропускных труб, уложены черновые слои асфальта. Привлечено около 20 единиц техники. На сегодняшний день уложено по правой стороне 1 километр 700 метров дорожного полотна, по левой 950 метров. Ведутся работы по стабилизации грунта, то есть существующие основания предварительно фрезеруем, досыпаем до проектных отметок щебеночно-песчаной смесью, рассыпаем цемент, и потом ресайклер у нас работает. И вот это все на 21 сантиметр глубины все перемешивает с водой. Главам районов поставлена задача максимального освоения сенокосных угодий. В настоящее время сложная ситуация с организацией кормозаготовки складывается в Кобяйском районе. Основная причина – затопление сенокосных угодий. Кроме того, на площади более 3600 гектаров выявлено множество саранчевых вредителей. Обследовано 93 тысячи гектаров сенокосных угодий в 13 улусах Центральной, Заречной и Вилюйской группы. Превышение экономического порога вредоносности саранчевых фиксируют в Нюрбинском, Татинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Мегино-Кадгаласском и Сунтарском улусах. 24 команды, 890 спортсменов, 95 тренеров, более 200 представителей сопровождающих из районов Республики Якутска примут участие в 14-й спартакиаде по адаптивным видам спорта. Соревнования под названием «Джулур» проведут в Амге на этой неделе. Выявят сильнейших в волейболе сидя, легкой атлетике, шашках, настольном теннисе для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в голболе, легкой атлетике для лиц с нарушениями зрения, а также в пулевой стрельбе, шашках для лиц с нарушением слуха и в других видах спорта. Начнем утро с какао. Какао принято считать традиционным зимним напитком. Но я обнаружила, что какао и летом создает особенное шоколадное настроение. Сладко, уютно и с эффектом вдохновения на весь день. Надеюсь, вы уже наслаждаетесь этим напитком, а мы прямо сейчас расскажем об истории происхождения этого слова. Доброе утро, дорогие телезрители! А сегодня мы поговорим о напитке, который очень многие любят – о какао. Спасибо. Итак, какао. Как же это слово появилось в русском языке? Известно, что какао – это название шоколадного дерева, которое происходит из тропической Африки. Плоды этого дерева являются очень важным сырьем для изготовления кондитерских изделий. А что же означает само слово «какао»? Слово «какао» пришло в русский язык из испанского языка. Испанцы же позаимствовали это слово в одном из ацтекских диалектов, где слово «какао» обозначает «семечко». Еще слово «какао» интересно с точки зрения культуры речи.
Дело в том, что слово «какао» ведет себя очень достойно, и его произношение, его родовая принадлежность соответствует одному из золотых правил русской грамматики, которое гласит, что неизменяемое существительное, если оно является неодушевленным, относится к среднему роду. И действительно, слово «какао» является существительным среднего рода. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Я думаю, что у каждого есть полка с любимыми книгами, которые хочется читать снова и снова. Сегодня мы расскажем о наших любимых книгах, которые перечитывались не один раз. А эту книгу, возможно, советуют взять библиотекари, ведь эта книга проникает глубоко в душу и может для кого-то стать жизненным путеводителем. Доброе утро! Сегодня я вам расскажу про эту книгу «Иисус Христос Аллах, он на востоке христиан» Темсюллере. Темсюллерин история-то. Это вот христианская книга, рассказывающая историю Иисуса Христа и возникновения первых христиан. Эта книга была отпечатана в Японии. Может быть, тут не видно. В 1994 году экземпляр 50 тысяч учреждением Дэвида Си Кука. Это американский некоммерческий фонд, который издает библейские истории в виде комиксов. Вот. Книга переведена полностью на якутский язык и распространялась через Якутскую церковь евангельских христиан в 90-х годах у нас. Вот. А сами комиксы, они в Америке издавались с 70-х годов. А само издательство появилось еще в 20 веке, а может быть даже раньше, в 19, в конце 19 века. Цель этого издательства было вот как раз поставлять такие вот книги для обучения в церковно-приходских школах, чтобы дети постигали Библию, христианские сюжеты, истории в более доступном формате для детского восприятия. И вот через десятки лет это все вот превратилось в комиксы. У нас они издавались, тираж достаточно большой. И я вот поспрашивал у людей, и многие вот с такими комиксами встречались в своих библиотеках, в деревнях, в школах, в детских садах, читали их, и было интересно. Это очень интересный экземпляр, вот как раз именно что издание и переводы на якутский язык американских комиксов, которые предназначались для использования в церквях. Эта книга вот вам позволит познакомиться с библейскими историями в удобном формате. Тут не надо будет читать какие-то библейские тексты. Тут все есть с картинками, все не так много текста и переведено на якутский язык. Рисунки очень красивые и красочные, можно почитать. В жаркое летнее время ничто так не охлаждает и не дарит бодрость и заряд свежести, как время, проведенное у воды. Новые водные виды спорта становятся все более популярными. Например, появляются разновидности классического серфинга. Сапсерфинг – увлекательный и относительно новый вид спорта. В продолжении эфира. Сапсерфинг – это разновидность классического серфинга. Оно является водным видом спорта и отличается от классического серфинга тем, что нужно грести веслом. Для того, чтобы встать на доску, нужно соблюдать баланс и задействовать практически все группы мышц своего тела. САП привязывается к ноге, поэтому при падении невозможно уплыть от доски. Также можно с легкостью самостоятельно залезть на нее обратно. Кроме того, сапсерфинг – это отличный способ исследовать реку, так как доску можно взять с собой в любое путешествие. Люди не знают, что это такое, а в других городах это очень популярное
Так что мы начали развиваться в прошлом году, и люди начали подхватывать это. На одну SAP-доску не должно превышать 100 кило. Обязательно спасательный жилет, страховочный лишь на ногу, чтобы SAP далеко не уплыл и чтобы на него легко можно было забраться. Если человек хочет проинструктироваться, мы проводим небольшой инструктаж. Некоторые люди просто берут и сами. Майя Ермолаева пришла на пляж со своими детьми и внуком. По ее словам, сапсерфинг в нашем городе имеет большие перспективы, ведь водным спортом интересуются люди абсолютно разных возрастов. Я случайно буквально узнала, что есть такой замечательный вид отдыха, прогулки на САПе. Буквально скажу, что с первого раза даже может получиться, и любой желающий может попробовать этот вид отдыха. Есть очень хороший инструктаж, как нужно вести себя, как не нужно терять весло, как садиться. Поэтому всем советую этот вид отдыха. Этот вид спорта легко дается новичкам. Практически с первого раза можно изучить основы сапсерфинга. И не надо тут ломать голову или учить какие-либо правила. Главное все делать по инструкции. В нашей столице сапсерфинг считается эксклюзивным видом спорта. И в жаркие дни лета это отличный вариант разнообразить свой досуг. При этом получаю кучу эмоций от времяпровождения на свежем воздухе. Влада Слепцова, Семен Афанасьев, Якутск. Назвали самые зеленые города-миллионники России. В рейтинг вошли города с населением свыше 1 миллиона человек. Анализ уровня озеленения проводился при помощи данных космической съемки. Самым зеленым в России стал город Пермь. Затем следует Екатеринбург, Уфа, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Волгоград, Челябинск, Казань, Красноярск, Санкт-Петербург и Омск. Пока нашей столицы в этом списке нет. Почему? Разбиралась моя коллега Ирина Григорьева. Тема полива сейчас особенно актуальна. В такую жаркую для Якутска погоду особенно страдают деревья, кустарники и цветы. Поэтому, чтобы не дать засохнуть зеленым насаждениям, специалисты каждый вечер поливают цветы. Петуни на площади Орджоникидзе в день 2 раза принимают душ. Агроном Николай Захаров каждый день совершает 4 рейса. В такие жаркие и ветреные дни особенно важен полив. Например, на этот цветник на площади Орджоникидзе требуется 700 литров воды. А таких участков у Николая Захарова больше 10. Николай Алексеевич – опытный агроном-инноватор. Его технология посадки цветов себя оправдала. Сажают клумбы по этой технологии уже больше 10 лет. Опытный агроном отмечает, при наших климатических условиях только такой способ позволяет растениям дольше цвести. Прогноз только к сведению. Я конкретно слежу за погодой. Облачко, ветерок. И даже, допустим, обычные люди не замечают, что есть ветерок. Вот сейчас для вас ветерка нету. Нет, я чувствую, что есть ветерочек такой приятный. При ветерке они быстрее высыхают. Многолетний опыт работы в сельском хозяйстве и в науке Николай Захаров пытается воплотить в земледелие. Однако встречает на пути много преград. Озеленение – дело сложное. За город болеют душой, признается цветовод. Работы всегда много. Однако главная проблема в том, что наука не доходит до практики. Во многом нарушаются технологии посадки и заведомо садят то, что не приживется. Летние растения, петуния, да. А можно также заниматься многолетними растениями. Они будут несколько дешевле. Декоративность объективно у многолетних она ниже, чем у однолетних растений, да? Но по соотношению степень декоративности и цена, я считаю, что это будет оптимально. Я предлагал об этом уже. Каждый год предлагаю. Руководители знают, что я предлагаю. Но пока поддержки нету. Клумбы Захаровки радуют глаз и на самой главной улице. Глава Октябрьского округа Валентин Эверстов отмечает, на озеленение округа в этом году было выделено всего 600 тысяч. Делаем, что можем, но денег на все не хватает. Помимо озеленения цветов, я говорю, у нас, я уже отмечал, у нас очень много других видов работ. Да? Те же дороги, тоже благоустройство кварталов. И поэтому по мере возможности все-таки средства выделяются. И учитывая то, что эти цветы, допустим, они красивые, глаза радуют, но они до сентября.
В этом году на проспекте Ленина в 2 этапа высадили новые саженцы. Опыт последних лет показал, что озеленение сибирских городов в силу экономических проблем отброшено назад по качеству ухода за насаждениями. Мало подобрать подходящее зимостойкое растение, нужно высадить его грамотно. Поэтому с этого года к работам по озеленению подключились и ученые. Ботанических садов в течение многих лет она позволила подобрать такой ассортимент, который и является одновременно и устойчивым, и декоративным. Мы их здесь тоже используем, конечно же. Это будут красиво цветущие яблони, это будет черемуха, маака, например, это сирени здесь зацветут. Ну, немножко подождать надо и приложить усилия некоторые. Дендрологи отмечают, в городском озеленении процветает непрофессиональный подход. Технологически грамотно за объектами ухаживают далеко не всегда. Причина – нет специальной организации, которая бы контролировала, а главное – отвечала за результат. Поэтому разницу по уходу за саженцами горожане замечают сразу. В Якутске озеленением занимаются всего несколько компаний, для которых цветы – лишняя статья расходов. Решение предлагают и сами хозяйственники – пересмотреть расценки для предпринимателей и объявить народный конкурс. Практически каждый житель может принять участие и выиграть, вот, допустим, посадку цветов, тоже посадку деревьев или другие виды работ, любые. То есть такие цветы, допустим, может посадить любой. То есть что-то придумать, какую-то технологию. И как это можно защитить свой проект? Да. Гости из Кыргызстана фотографируются на память. Красивые петуни в центре города радуют глаз. Короткое якутское лето успевает порадовать нас зеленью и цветами от силы несколько месяцев. Поэтому надо успевать сделать селфи. Ирина Григорьева, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск. Ежегодно леса Якутии подвергаются серьезному испытанию. Всего по состоянию на 11 июля зарегистрировано 420 природных пожаров на площади 391 тысяча гектаров. В прошлом году на эту дату было зафиксировано 353 пожара на площади 170 тысяч гектаров. На тушение лесных пожаров задействовано 922 человека, 28 единиц техники, а также авиация. Более подробно об этой теме мы сегодня поговорим с заместителем якутского природоохранного прокурора Республики Саха-Якутия, советником юстиции Александрой Валерьевной Шибиной. Доброе утро, Александра Валерьевна. Первый вопрос, самый такой важный, вообще в связи с чем возникают пожары? Ну, у нас несколько оснований возникновения природных пожаров, которые выделяются в Якутии. На первом месте у нас стоят сухие грозы. Это порядка 80% всех возникающих пожаров на территории республики. Примерно в этом году 65 природных пожаров возникло по причине неосторожного обращения с огнем. Также имеются факты самовозгорания, это примерно до 5 случаев, и ненадлежащее обслуживание линий электропередач. В этом году таких 2 факта установлено. Основные вот такие тенденции у нас. И кто становится виновниками вот этих вот природных пожаров? В результате анализа, проведенного по последним 3 годам, по пожароопасному сезону, значит, у нас устанавливается одна и та же группа населения, которые являются ежегодно виновниками природных пожаров. Это сельскохозяйственные производители, это охотники, рыбаки, это у нас работники лесной промышленности, то есть рубщики, вальщики леса, это работники полигонов твердых коммунальных отходов, то есть которые не обеспечивают должный уровень пожарной безопасности. А какова длительность пожароопасного периода? Как правило, он начинается с начала мая и заканчивается в середине сентября. И какие вы бы могли отметить обязанности, которые могут быть у граждан в сфере пожарной безопасности? Учитывая то, что у нас 3 июля на территории республики введен особый режим, это чрезвычайная ситуация в лесах, которая предполагает ограничения по въезду в лесной массив граждан, транспортных средств. Также у нас 10 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального уровня, который затрагивает территорию республики Саха-Якутия и Хабаровского края.
То есть у нас сейчас введены особые противопожарные меры, которые исключают факт пребывания в лесах, кроме сотрудников лесопожарных формирований и правоохранительных органов, и также работников лесохозяйственной отрасли, то есть которые непосредственно выполняют лесохозяйственные мероприятия. Обычным гражданам, юридическим лицам строго запрещено посещение лесного массива, в том числе для сбора ягод, грибов и по иным целям. Граждане не должны разводить, естественно, костры в лесном массиве и вблизи лесной зоны. То есть и также необходимо обеспечивать строгий контроль при курении, при сбрасывании золы с печей и обеспечить исправность работы транспортных средств. Ну вот, казалось бы, профилактика ведется, все меры предосторожности сохраняются, но почему же ежегодно вот сталкиваемся с одной и той же такой проблемой? В чем главное все-таки здесь? Ну, одна из причин — это то есть убеждение населения, это в основном пожилое у нас население, что с советских времен у них сформировалась стойкая позиция, что сельскохозяйственные палы, они полезны, что их деды, родственники, предыдущие поколения всегда это делали, и они устойчиво сформировали позицию, что это необходимо делать, и несмотря на наши разъяснения о том, что сельскохозяйственные палы вредны, что сжигается полезный слой почвы, что это вредит и растительному фонду, и почвенному, поскольку сжигается азот и полезный гумус, но тем не менее наше возрастное поколение придерживается вот такой стойкой позиции негативной, да. И также просто банальная неосторожность, то есть люди вышли в лес, закурили, бросили окурок, и, соответственно, возник лесной пожар. Также очень часто стали возникать пожары в результате неисправной работы двигателей, то есть, например, в основном это трактора и спецтехника, они не оборудованы искрогасителем, и при работе этого транспортного средства возникают также лесные пожары. Вот в частности, в этом году был такой пожар, а в прошлом году порядка 5-7 пожаров таких возникало. Александра Валерьевна, ну а все-таки какие-то меры были приняты вот относительно этих людей, из-за которых происходит по их такому вот немножко безответственному, скажем так, отношению? Да, конечно, меры принимаются. У нас целая плеяда государственных органов, которые обеспечивают контрольно-надзорные полномочия в этой сфере. То есть у нас применяется как и административная ответственность к таким гражданам, также возникает у них уголовная ответственность в случае, если ущерб установлен лесному фонду свыше 10 тысяч рублей. И буквально в этом году состоялся вот у нас приговор в Среднеколымском районе, когда гражданин тоже допустил возникновение природного пожара, и ущерб составил более 51 миллиона рублей, и его приговорили к уголовной ответственности, и также по иску прокурора обязали возместить ущерб, причиненный затратам на тушение и в рамках восстановления лесного фонда. Да, конечно, человеческий фактор в этом, наверное, все-таки на первом месте стоит. И вот интересно, а в каких районах на сегодняшний день наибольшее количество вот возгораний? И как ведется у нас сейчас 3 работа? проблемных района. Это Усть-Майский, Алданский, Алекминский район. То есть сейчас вот начались пожары в северной части республики. Это Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский. То есть тоже очень обостряется обстановка. Как раз-таки там тоже основная масса возникновения пожаров в результате неосторожного обращения с огнем. Поэтому мы призываем граждан быть предельно осторожными и не допускать возникновения по их вине природных пожаров, поскольку колоссальные средства затрачиваются на тушение. Ежегодно у нас в республике выделяется более 2,5 миллиардов рублей на финансирование этих природоохранных мероприятий и на тушение лесных пожаров. Поэтому мы призываем граждан не становиться виновниками природных пожаров и не подвергать свою семью тяжелому бременю ответственности уголовной, административной и гражданско-правовой. Ну, я так понимаю, что ведется подсчет ущерба, да, специалистами, и какой урон нанесли вот в прошлом году?
В прошлом году ущерб лесному фонду составил более 150 миллионов рублей, а в 2021 году эти цифры были просто ужасающие, там порядка 8 миллиардов был причинен ущерб, то есть цифры очень серьезные, поэтому всегда очень затратно тушение и лучше предотвратить возникновение пожара, чем в последующем обеспечивать его тушение. Александра Валерьевна, спасибо вам, что посетили сегодня нашу студию, поговорили о важной теме. Я надеюсь, что все будет завершено благоприятно для нас в этом году. И в продолжении эфира новости. Оставайтесь с нами. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Финляндия ввела новые ограничения на поездки для граждан России. Меры по ужесточению касаются, например, деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию. Транзит в другие страны запрещен. Кроме того, должны быть веские причины для личных поездок по делам, сообщил финский МИД. Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, должны будут иметь основания для личного присутствия в стране. Студенты, приезжающие в Финляндию из России, смогут участвовать только в обучении, ведущем к получению степени. Все импортные пошлины будут восстановлены и даже могут частично вырасти на продукцию, аналоги которой выпускают в России. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он напомнил, что в прошлом году весной на уровне Евразийской экономической комиссии было принято решение об обнулении пошлин на импорт в Евразийский экономический союз ряда критически важных товаров. Оно принималось на фоне введения масштабных ограничений на торговлю с Россией. Теперь же все импортные пошлины будут восстановлены и могут вырасти, в частности, на продукцию, аналоги которой выпускают в России. Для защиты денежных средств населения разрабатывает законопроект о введении эскроу-счетов на строительство частных жилых домов. Эскроу-счета предполагают использование средств дольщиков исключительно после ввода объекта в эксплуатацию, во избежание их потери в случае задержки, банкротства и иных причин со стороны застройщиков. Механизм эскроу-счетов касательно многоквартирных жилых домов введен с 2019 года и за все время хорошо себя зарекомендовал. Количество проблемных объектов на территории республики значительно сократилось. Теперь в планах реализовать этот механизм только в отношении ИЖС. Очень много таких недобросовестных застройщиков, которые либо вообще бросают строительство этих индивидуальных домов, либо затягивают сроки строительства. И из-за этого, конечно, очень много людей страдают. И вот этот законопроект, который разработан, у этого законопроекта цель как раз обезопасить людей в этом плане, в плане того, чтобы деньги сохранились. Якутия вошла в десятку рейтинга российских регионов по развитию ипотеки. Республика заняла 7-ю строчку. Так, в регионе за последние 12 месяцев кредит на покупку жилья взяли более 30 человек на каждую 1000 населения. Прирост числа ипотечных кредитов составил 18,5%. Средний размер кредита – 4 миллиона 600 тысяч рублей. На первом месте расположилась Тува, где 45 человек из 1000 взяли жилищный кредит. На второй и третьей строчках оказались Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Золотые медалисты Ленска получили по 50 тысяч рублей от районной администрации и районного совета депутатов. В этом году Ленск может похвастаться 5 медалистами. Это 2 учеников первой школы, 2 из поселка Витим и 1 из школы номер 2. Есть среди отличников те, кто не набрал необходимых 70 баллов при сдаче ЕГЭ. Они останутся без заветной золотой медали. Но их аттестат украшают одни 5. На торжественной церемонии «Ученик года» им также от районной администрации вручены денежные премии по 25 тысяч рублей. Стабальников по ЕГЭ в этом году в Ленске нет. 97 баллов у нас набрали Гагенфельд Анастасия по русскому языку, 97, уже сказала, да, и еще одна девочка, Устюжанина Анна из 4-й школы. 9 детей набрали больше 90 баллов.
Из них 7 результатов – это по русскому языку и 2 результата по истории. Очень хочется отметить в данном случае вторую школу, потому что вот из 9 5 выпускников, которые дали большие результаты, это их выпускники. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Доброе утро! Мы вновь приветствуем всех, кто с нами. Вместе настраиваемся на хороший день. А в московском парке Коломенское провели якутский национальный праздник Эсэх. Его главной темой стало единение народов России и поддержка участников специальной военной операции. Эсэх собрал рекордное число гостей – более 26 тысяч. Самыми яркими моментами праздника делится наш корреспондент Айсена Бурнашова. Эсэх в Коломенском прошел в русле якутских традиций. Алгасчет просит у высших божеств не спаслать людям милости и благости. Священному обряду и дождь не помеха. Гости то и дело начали зонты раскрывать, но вышло солнце. Тучи буквально развели руками. Вы заметили, солнце вышло. Погода улучшилась, так что всех с праздником. 26 тысяч гостей. Рекордная за всю историю праздника. В Коломенском Эсэх проходит уже в 16-й раз, но многие пришли впервые. Например, Айталына и ее подруги. В руках у меня кумыс, наш национальный напиток. На столе у нас березки, оладьи, кумыс, соленая якутская рыба, омуль. Это единение нашего края, нашего народа. Это праздник всех нас. Насыщенная культурная программа. Гостей ждали концерты, конкурсы, мастер-классы. Свое творчество представили и мастера народных промыслов из Верхневилюйского улуса. Лейтмотив праздника – единение народов многонациональной страны. Главные гости нашего праздника – это наши воины, которые защищают нашу страну, всех нас там на фронте. Эсэх называют якутским Новым годом. Очень хочу, чтобы этот рубеж стал действительно тем рубежом, после которого у нас все будет лучше. Ну и какой же Эсэх без Эсэха? Все гости праздника стали в единый хоровод. Гуляния продолжались до самого вечера. Гости не спешили расходиться. Многие пообещали, что обязательно вернутся в Коломенское через год, чтобы вновь закружить в танце Асохой и почувствовать тепло родной Якутии. Атмосфера единения всех якутян в Москве. Мы рады, что Эсэх с каждым годом, несмотря на трудные времена, проходит. Столько людей пришло, радостная атмосфера, и мы очень этому рады. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Международный фестиваль цветов, посвященный Дню семьи, любви и верности, завершился в музейно-историческом парке Кронштадта. Здесь запечатлены цветочные композиции в виде арок и парусных кораблей, а также танцевальные номера участников фестиваля. В этом году темой фестиваля стало 320-летие Санкт-Петербурга. Работы представили 35 мастеров из северной столицы, а также Москвы, Владивостока, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, а также команды из Туркменистана, Армении и Белоруссии. Моя команда создавала арку города Пушкин. Мы в нее вкладывали смысл, так скажем, наших полей, используя, например, подсолнухи, так скажем, богатство нашей земли, которая может нам подарить благородные такие соцветия цветов. Конечно, подчеркивали и зарубежными цветами, например, используя эримурусы, красивые пионы сорта Coral Charm. Использовали много разных цветов, показать яркие краски нашей природы. В рамках фестиваля состоялись конкурсы лучших флористов России и стран СНГ в номинациях «Лучший букет», «Лучший цветочный костюм», «Лучший цветочный зонт» и «Лучший головной убор».
Вот так красиво, ярко, красочно мы завершаем наш эфир. И сейчас хотелось бы напомнить о том, какая погода сегодня ждет нас за окном. В 6 часов утра температура воздуха в центральных районах Якутии составила 14-20 градусов выше 0. В заречной группе температура была отмечена на отметке 12-20 градусов, в южных районах от 13 до 17 градусов тепла, в Вилюйской группе 15-19 градусов. В Нижнеленских районах 20 градусов со знаком плюс, в западных районах 15-20 градусов. В Колымы-Индигирской группе улусов в 6 часов утра температура воздуха составляла от 5 до 11 градусов тепла. В Янских районах от 7 до 15 градусов, на северо-западе плюс 8, плюс 15 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 19 градусов тепла, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, штиль. Ну а днем сегодня без осадков, ветер будет южный, 2,7 метров в секунду. Порывы ожидаются от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит 32 градуса выше 0. На этом наш эфир подходит к концу. Как всегда, этот час был насыщен полезной, интересной информацией, которая нас взбодрила, помогла пробудиться, настроиться на хороший день. Сегодня мы хорошо обсудили тему шоколада, ведь сегодня день шоколада, сладкий, приятный праздник, который бодрит наш мозг. Также мы поговорили о прекрасном и летнем, кстати, напитке какао, который также бодрит и настраивает на отличное настроение. Вспомнили о всех видах спорта, особенно затронули тему сапсерфинга. У воды можно отлично провести эти летние жаркие денечки. И мы встретимся с вами завтра. Всем хорошего дня и позитивного настроения.